подтвердили свои знания по истории Казахстана, поиграли в национальные игры и увидели, какой у нас дружный, замечательный коллектив. Давайте все скажем 3-4 Алга. 3-4 Алга. Ну, поехали. Добро пожаловать! Игры кочевников. Здесь вы проявите свою смекалку, знания и командный дух, как делали наши предки в Великой Степи. Ну давайте сначала познакомимся. Команда программирования. Ахурда. Сервис и заочное обучение. Жаскан. И команда. Техническое обслуживание и связь. Номас. И, конечно же, наши члены жюри. Девина Майра Сасабанна, заместитель директора по учебно-методической работе. Жанитова Шнар Борамбаевна, методист колледжа. Сагындык Адильхан Сагындыкович, преподаватель артистики. Перед тем, как начать наш конкурс, давайте проведем жеребьевку. Известно, психологи обычно о чем говорят? О чувствах, об эмоциях, да? Естественно, история вызывает какие-то эмоции? Да, вызывает. Я сейчас предложу вас каждого назвать какое-то одно событие. Придумайте вот в группе одно какое-то событие, историческое событие. Например, Ахтабан Собранбу, да? Годы Великого Бедствия. Ну, например, или там День независимости. Любое событие. Я вас спрошу, а потом скажу, что должны сделать остальные. Хорошо? Да, уже все пошло. Итак, пожалуйста, давайте с вас начнем. Вы первый. Любое событие. Образование Казахской ССР. Образование Казахской ССР. Ребята, вот 3 остальные группы. Выразите, пожалуйста, эмоцию. Как можно эмоции выражать? Гордость, еще, это словом, так, а еще? Радость, а еще? Печаль. Печаль, а еще можно? Восхищение, например, да, восторг, грусть и так далее, и так далее. Давайте вместе выразим сейчас вашу эмоцию в отношении, еще раз, образования казахского ханства. Кстати, когда? Не волнуйся, ты знаешь, да, 1465 год. Итак, если это радостное событие в контексте истории, то мы с вами похлопаем. Если это грустное событие, то мы с вами вот покажем, да? И если мы восторгаемся, то мы говорим «Вау!». Хорошо? Хорошо. Итак, еще раз повторяем событие. Образование казахского ханства и эмоция группы «Намыс». Молодцы, ребята, супер, супер. Давайте мы как зрители посмотрим, как они умеют выражать свои эмоции. Хорошо? Группа «Намаз». Еще раз повторяем. Образование казахского ханства. Супер. Вторая команда, ваше событие, любое историческое событие. 9 мая Победы. 9 мая 1945 года. Ну хорошо, давайте возьмем и эту дату, она историческая дата. Итак, пожалуйста, выразите вашу эмоцию. Повторяйте событие. 9 мая, День Победы. Хорошо. Еще раз. 9 мая, День Победы. Следующая команда, ваше событие, любое историческое. Декабрьское событие 1986 года. Хорошо, декабрьское событие 1986 года. Да, мы в контексте образования советской государственности, в принципе, об этом событии тоже говорим. Итак, первая команда, выразите вашу эмоцию. Еще раз повторяю. Декабрьское событие 1986 года. Так, разделились. Подумайте о вашем командном духе. Еще раз. Декабрьское событие 1986 года. Ваша эмоция. Ага, хорошо, понятно. Еще раз. Декабрьское событие 1986 года.
Хорошо. Спасибо. Независимости Казахстана. Хорошо. А конкретно дату давайте скажем. 1991 год, 16 декабря 1991 года. Итак, пожалуйста, вот первой команде скажите. 16 декабря 1991 года образован. Получение независимости Казахстана. Независимости Казахстана. Хорошо. И еще раз. 1991 год. Получение независимости Казахстана. Молодцы. Порядковый номер. Номера покажите свои, ребята. Капитаны команд, подойдите и выберите первый тур представления команд. Каждая команда представляет себя свое название, девиз, символ. Время для каждой команды 3-5 минут. Итак, приглашаем на сцену первую команду. Мы, команда Апорта, выходим от имени отделения программирования. Наш девиз «Батырлық – наша сила». Я участвую в этом хорошем событии, которое происходит в нашем колледже, и рад, что я здесь в этом мероприятии участвую. Спасибо. Чуть громче говорите. Мен көктемдес, мен осы конкурсқа қатысқаныма қуаныштымын. Меня зовут Султанбек Даниэль, я сюда в этот конкурс пришел только ради победы. Здравствуйте, мы команда Жаскан, представители сервиса. Бонжур, я Нрай. Hello, I'm Daniel. Нихао, Аймжан. И сегодня мы хотели бы представить нашу сценку, основой которой являются четверо друзей. После долгого перерыва встречают друг друга. Представляете, моя подруга поехала в Египет без меня. Боже Мне мой! очень грустно. Oh, it's so bad. Да, думаю, нам стоит тоже сделать что-то подобное. Yes, I agree with you. Да, очень здорово. Может, поедем в Китай? Нет, не хочу в Китай, хочу в Грецию. Нет, Нет, мы не Let's go to China. Челлендж устроили. челлендж. Может быть, это очень хорошо. Может, основа нашего челленджа будет тот, кто лучше отдохнет, тот и победитель. О, давай, Давай, поспорим. Спор! Я была в Греции на фоне Акрополя сфоткалась, а вы? Oh, I was in China. I fighted with bear. You I don't know fighted? его, и он упал, я убежал. Да! Блин, красивое решение в Египте было. А я была на Эвересте. Я выиграла. Нет, я выиграла. Нет, я выиграла. Нет, я была в Греции. Нет, я выиграла. Нет. Стоп, друзья, мы все хорошо провели время. Мы не должны ругаться. Да, я согласен с тобой. Мы все любим путешествовать. И внутри у нас бурлит молодая кровь. Без Жаскан. Жаскан, Команды проявили смелость и единство. Итак, следующая команда Намыс.
құрметті әділдасылатын көрермендер, сіздерді құрылыс бөлімшесінің атынан намыс тобы қарсы біздің девизіміз сіздер намыс тобының ойыншылары мен Ди-25 облыстық ГБ-нің атынан Еркебай Назым және де Сәлімбек Бірханов. Ди-25-20Б Замараева Залина. С-28-28Б Хайрош Ислам. Ал енді біздің осы іс-шараға дейінгі біздің кішігірім таныстыру видеосы сіздерге көрсетсек, осы видеода біз қалай алғанымыз себептері қандай? Оны біз бірінші үш себепті алғанбыз. Бірінші себеп ол біздің негізі намыс деген сөз қазақ халқында ежелден бері келе жатқан өте қасиетті ұғым. Біздің көшпенді бабаларымыз бұрыннан бері намыс деген сөзді өте маңызды рөл ретінде қарастырған болады. Кез келген жаудан қорғау болса, немесе елді сақтаудан болса, дәстүрлерді ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу, беру құндылықтарында намыс өте маңызды әрі өте керек, өте жақсы қасиеттердің бірі болды. Сондықтан біздің тобымыздың аты намыс болады. Және де айта кетсек, намыс тек қана адамның қасиеті қарағанда ол тарихта да өз ізін қалдырды. Мысалға айтсақ, 1836 жылы болған желтоқсан оқиғасында көп жастардың жүрегінде қалған намысын оятып, біздің Қазақстандағы тәуелсіздікке алып келді. Намаз – это не только духовное, но и материальное направление, так как намаз у нас ассоциируется с нашей независимостью. Именно независимость Казахстана можно привести в пример как честь и свобода наших сердец, можно так сказать. Если у нас есть гимн, герб, то можно сказать, что у нас есть и честь, и свобода. От этого у нас идет материальное проявление нашего названия намаз. Сонымен қатар намыс қазіргі таңда да келешек ұрпақты тәрбиелеуде де намыс өте маңызды болып келеді. Наша команда очень хрупкая. Мы не всегда будем поддерживать друг друга и уважать. Наш девиз «Көшпенді рух темір мінез, аққаша жол жоқ тек алла тез, номаз алла сөмек». Очень были классные представления, нам все понравилось. И пока жюри подводит итоги, давайте перейдем во второй конкурс. Второй конкурс называется «Интеллектуальный тур. Вопрос-ответ по ликборту». 20 вопросов простых на русском и на казахском языке. Каждая команда записывает ответы на карточку. Оценка 1 балл за правильный ответ.
сіздермен қазақтың ұлттық ойыны асық ойын ойнаймыз. Асық ойынның білгірлерін ортаға шақырамыз. Көрермендер. Асық ойын ойнайтындар. Асық ойыны шапшаңдыққа, зерделікке, еппілікке ойналады. Қандай білесіздер? казах, русский, вне зависимости от нации, но чтобы он имел отношение к нашей казахской истории. Любого? Да? Любого современника или древнего. Хорошо. Так, все. Каждая команда получает только 5 бросков, 5 шаров. Максимальное количество. Все, ведущий руководитель. Начни с них, а потом уже по факту. Так, по одному человеку выходит и представим один точку. Вот и нажимаем. Нет, давайте где-то точка отсчета. Вот где-то вот перед двумя столами. Нет, наверное, чуть ближе, так не совсем шансов 0. Еще, может быть, на один шаг ближе. Давайте определимся. Нет, вот так. Нормально? Да. Когда всегда так. Все, называй имя громко. Касымхан. Касымхан. Ой. Может так? Все, второй человек. Следующий. Давай, так, сюда повернись, скажи имя казахского. Кунанбаев. Следующий джигит. Сакен Сейфуллин. Сакен Сейфуллин, отлично. Наш писатель. Судьба. Подними, пожалуйста. Подними, сам. Давайте поддержим. Так, еще один джигит. Можно повернуться сюда и громче сказать имя нашего героя? Обладина. У вас есть еще один бросок. Еще один. Быстрее. Громче, быстрее. Кого? Повернись сюда. Кто? Мухтар Оязов. Мухтар Оязов, прекрасно. 4 из 5, да? 4 из 5, отлично. Так, сделаем 3 хлопка громко. Вторая команда Жасхан. Сервис. 4 хлопка. Тавекер хан. Бабай Кунанбаев. Джангир хан. Еще один. Ничего страшного. Правильно? Очень. Так, один. Так, поддержим 3 хлопка. Следующая наша команда, это команда нам. Еще один. 5 шагов поддержим. Мухтар Оязов. Чуть-чуть, они чуть-чуть ближе стоят, чем остальные. Ну, одинаково, чтобы стояли.
Еще одна попытка. Кириха. Кириха. Теперь эскизируете, да? 3 локации. Я жесткур. Я ж. Всегда у нас были открытые места, никто не представлял нам право куда-либо двигаться. Мы могли, у нас была воля, у нас была независимость. И мы могли проходить через разные пути, разные места. У нас были свои игры. То есть в момент тогда, когда мы оставались в одном месте, у нас были юрты, мы оставались в них. И это были специальные жилища, которые заменяли наш дом. Ну, это специальные дома, которые нам давали место и уют. То есть это не то, что наш дом, который всегда освещен теплом, всегда как-нибудь прекрасный, мы можем обустроить его как-то. Но юрта — это основание, можно сказать, теплоты своего сердца, теплоты семьи и всего нашего народа. А также наши игры, например, Тулпар. Тулпар — это игра, где мы между собой усиливаемся, когда мы пытаемся поймать хода, и чем больше мы забрали хода, чем больше мы забрали, тем больше у нас балла было. В общем, это показатель. Стрелки, все джигиты. Нет, чуть-чуть ближе, Оля. Ты что такая смелая? Тамирис, давай. Ну ты как Тамирис, смелая, да? Да, нельзя, нет. Не попал, или поощрительный. Так, давайте поощрительный. Утешительный. Давайте еще пару чуть-чуть считаем, или можно? Ребята, мальчики, ну давайте еще парочку, давайте. Сейчас еще Так я не садится. поощрительные аплодисменты. Да, если не так, все, всем спасибо. Поощрительные. Так, теперь, парни, пожалуйста, помогите. Как хотите. Можете все участвовать. Ребята, можете все участвовать, можете взять лидера, который будет выступать. Это ваше желание. Мы бы хотели рассказать вам мини-историю о том, как однажды в юрте одного аксакала собрались трое его детей. Старшего сына отправляли на журу. Неужели моего старшего сына ей по цехам отправляли? Неужели? Я не хочу, чтобы ты умер. Средний сын, наш любимый Жрал. Действительно, история. Он рассказывает историю, он пишет песни. Что же ты делаешь, средний сын? Я пишу истории. Ты пишешь истории? Да. Великолепные истории. А также я могу сочинить любую песню. Мне это легко дается. Ему это легко дается. Наша история продолжается дальше. И наш младший сын, старший брат которого идет тоже, потому что Ельбасы отправил его. Средний сын, которого стал Жирау, пишет свои истории. И средний сын, наш любимый средний сын, младший сын проводит свое детство в любви к аксакалу. Он любит играть в асыки. Ты любишь играть в асыки? Да. Ты младший сын, любишь играть в асыки. Покажи, как ты играешь. Как ты играешь, покажи. Он выиграл! Какой хороший младший сын!
Аксакал плачет из-за старшего сына. Аксакал думает, что средний сын не добьется ничего в будущем. Он плохо пишет. Он думает, что младший сын его любимчик, но он умрет от голода, потому что враг на подходе. Сена нету, нету пшеницы, ничего нету. Мы умерли, потому что Аксакал и его просторные юрты со временем опустели. Средний сын уехал в другой аул. Старший сын был батыром, но Елбасы отправил его на непреодолимую битву. И младший сын, он остался с Аксакалом и умер долго. Какое актерское мастерство. Алло, ну детка, мы тебя ждем в стенке. Я уже подхожу сейчас. Ну хорошо, мы тебя тогда ждем. Хорошо, иду. Вот она. Привет, Зарина, давно не виделись, как дела? Как там чувствуешь, что нового? Там так красиво, и погода, и природа, и Анкар свободно. Я тут приехала вообще со соревнований. Правда? Я вижу у тебя в руках камша, а откуда она? Так это на соревнованиях было. Я была на соревнованиях в Кунгер, из-за этого и в качестве приза мне камш дали. Классно, супер. Зачем ты сюда приехала? Так у меня тут клуб готовился помогал. Так классно, надеюсь, этим ты победишь, я желаю тебе победы. Да, все желаю победы. Обязательно обещай, будем гулять дальше. Сарбаз, Дала, Аблайхан, жеңіс и уважение. Біз осы 5 сұрақтарға осы 5 сөздерге назар аударып, Абылай ханның беделін жеткізгіміз келеді. Абылай хан ұлы 300-дің басын қосқан тұлға және де өз ерігін, батырлығын, стратегиясын, өз күш басшылығын көрсеткен мыңдаған сарбаздарды жоңғарларға қарсы апарған тұлға және де сол соғыстың нәтижесінде бізге құрмет, шексіз және құрметке ие болған жеңісті әкелді. Оның беделін көрсететін тағы да бір дәлелдердің бірі. Ол туралы Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алғанда, ол туралы тұңғыш кино түсірген болатын. Ол жерде біз Абылай ханның жас кезінен бастап кәдімгі қарапайым бала болғанын көреміз. Бірақ та ол өте беделді хандыққа қарай көтерілгенін көреміз. Оның өмірлік жолын көреміз. Бәріміз білетіндей, ол басында орта жүздің биі Қазбек бидің малшысы болған еді. Содан ол соғыстарға, жорықтарға, қылыштық өнерлерге үйреніп деген соғыстарға қарсы шығып, жоңғарларды жеңіп, ол қазақ хандығының ханы атанды. Және де біз оған қазақ елінің, қазақ халқының өмірін сақтаған үшін көптеген рахмет айту керекпіз. Хорошо, вторая команда. Ты тихо. Ты просто мы сегодня с вами Так, команда, помогайте, помогайте. Да. Тюркский Молодцы.
Это хан? Нет, хан. Дженнибек хан. Молодцы. Сколько у вас было? Молодцы, молодцы. Это говорит о том, что вы за время этой игры эмоционально очень сблизились и смогли показать свою эрудицию, смогли показать свою смекалку, что, естественно, я попрошу тоже учиться. Ну и теперь, зрители, вам всем все видно было. А теперь вы выразите эмоции для первой команды. Вторая команда. Третья команда. И четвертая команда. День, вечер, буквально 1 час. Поэтому, прежде чем приступить к награждению команда, хотелось бы отметить работу педагогов, ваших организаторов. То есть, в действительности для вас создал сегодняшнее ваше соревновательное событие. Хочу поблагодарить Оксану Яшину, креативного педагога. Спасибо. Художники Казахстана. Спасибо. Да. Человек, который с душой относится к своим занятиям. И человека, который как бы нам подарил очень много эмоций. Я думаю, также вы, вот как вас только что Марина Галина просила, да, выразите такие же эмоции в адрес Марины Галиновны. А теперь мы приступаем к награждению команды. Организаторов, участников всех поздравляю. Подарили нам такое прекрасное мероприятие, мы за вас болели, радовались. В момент награждения мы зачитаем номинации Марата Станова. Так, награждается в номинации «Политехник Батырлары» Апорда командасы. Замечательная книга. История. Так, следующая номинация «Алтын ой» номинация. Намаз команда. Вас она намус команда. Среди зрителей тоже разыгрывали это. Аса победы Аль-Мансур. Пакет не его. Пакет не его. Пакет команды. Он уже свои призы забрал. И в номинации «Топ» Жахкан команда. Спасибо. Спасибо. Все сюда смотрим. Мне хотелось вам тоже хотелось маленький памятный призыв вручить. Спасибо вам большое за то, что отметили ребята, что наши ребята могут, что они к чему стремятся, да, может быть, смешно.
смешно было иногда, может быть, немножко не могли сразу собраться. Но это первые шаги, это первый курс. Впереди 2 курса, и отсюда будут настоящие специалисты своего дела. Похлопаем, ребята. Спасибо большое, что жили. Так, наше мероприятие подходит к концу, и давайте про... Кто сегодня что-то выиграл? Кто сегодня пожалел, что пришел? Кто придет на втором курсе, на второй тур качать? Ну, и как мы говорили, что нужно в начале и в конце? Политех, Алга. Политех? Алга. Степи всегда вдохновляет. Қиын болса шыдайы, жеңіс күтеді алда дер. Көшпелілердің рухы бар, сені алға бастады. В завершении нашего конкурса игры кочевников все споем песню караоке «Я казак».